Старший тренер сборной Абхазии по боксу Эдуард Депелян и его подопечные не собираются останавливаться на достигнутом. Любовь к спорту и упорный труд – залог здоровья и побед. Под таким лозунгом начинают спортсмены свой тренировочный день. Тренировки проходят каждый день, кроме воскресенья. За 17 лет своей профессиональной деятельности Эдуард Депелян воспитал не одно поколение талантливых спортсменов. Самое главное в зале бокса – это тренер и атмосфера. Профессионально оборудованный необходимым инвентарем зал посещают более 150 боксеров разных возрастов. Тренировки у нас каждый день, кроме воскресенья. А так детей очень много. Вот именно в Гулерском районе минимум 150 ребятишек тренируются. Из них 50 въездные ребята. Сегодня в рядах воспитанников Эдуарда Депеляна немало молодых перспективных боксеров, будущих звезд профессионального ринга. Фавориты у нас и в этом году результаты были. У нас мастер спорта России стал Хоренчик Акопян. И призеры России есть, и край ЮФО, кто выигрывал. И надежда есть, что у нас сейчас в дальнейшем еще лучше будет результат. Вот у нас парень Ханты-Мансийский, вот сейчас готовим на высшую лигу. Пятый международный турнир по боксу «Кубок дружбы» прошел в Ростове-на-Дону с 7 по 11 ноября. В соревнованиях приняли участие более 200 молодых спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет. Боксеры из Краснодарского края, Донецка, Макеевки, Армении, Абхазии, а также спортсмены из Виктории, столицы Сейшельских островов. Достаточно успешно выступили, я считаю, и на самом деле это большой опыт для наших детей. Это в первую очередь знакомство с детьми, общение с детьми и во вторую очередь соперничество. Это очень важно. Здоровое, здравое соперничество, спортивное соперничество, которое не подразумевает какую-то злость или агрессию. На международном турнире Абхазию представляли 9 молодых боксеров из разных районов республики. Мы безумно рады были тому, что мы можем поднимать наш флаг и выступать под нашим флагом. Наши дети очень хорошо выступили, хорошо себя показали, их отметили и главные тренера, и судьи, и вообще зрители очень хорошо реагировали на нас, и на наш флаг, и на наших детей. Это было очень приятно. По регламенту первый день турнира – это день взвешивания и прохождения мандатной комиссии, а также жеребьевка для определения пар одной весовой категории. После того, как их раскидали по парам, идет первый день боев. Первый день боев – это выход в полуфинал. Если вы прошли бой, вы вышли в полуфинал. У нас практически все, кроме двоих, вышли в полуфинал. С международного турнира Кубка дружбы из 9 абхазских спортсменов 7 вернулись с медалями и почетными грамотами. Среди абхазских спортсменов есть и фавориты. Это Ливарса Аджинджал, который занял первое место. Даниэль Багарян и Кемал Возба стали вторыми. А бронзу на турнире завоевали Рафаэль Кисян, Эдгар Депелян и Гарик Шебелян. Аджинджал Ливарса, он выиграл очень хороших ребят, провел 3 боя, упорных 3 боя. И одержал в них во всех победу, уверенную победу. Есть финалисты тоже, которые прошли, то есть бои и в финале уступили. Боксом я занимаюсь 6 лет. Меня привел папа на этот вид спорта. Мне он очень понравился. Тренер понравился. Были мы соревнования в Ростове-на-Дону. Там я занял первое место. Провел 3 боя. Первый бой я боксировал с спортсменом из Ростовской области, одержал над ним победу. Второй бой я боксировал с спортсменом из Краснодарского края. Над ним тоже одержал победу. И финальный бой у нас проходил на большой арене. Я там боксировал над спортсменом из Донецкой Народной Республики. Над ним тоже одержал уверенную победу. Спорт – это дисциплина. Родители при выборе спортивной секции часто обращают внимание на тренера, ведь это пример для всех учеников, говорит родитель молодого боксера Дато Аджинджал. Это, безусловно, огромный труд непосредственно Депеляна Эдуарда, Адабашян Эдуард, Ираклий Цурцуми, главный тренер сборной Абхазии, это у нас Ахуба Аслан. Это большой вклад и общий их. Так просто детей не вывезешь, это подготовка, для них сборы проводятся, это все большое внимание уделяется к этому всему. В зале бокса разгар тренировки. Тренер подготавливает бойцов к новому турниру, который пройдет в российском городе Дым. Джинджоля Ливарсик, очень 3 боя таких серьезных, хороших ребят выиграл. Сейчас готовимся, у них турнир Грекова, это уже шаг в сборную России. Вот как раз он себя проявил, дал знать, что
тянет уже на Россию, можно его туда повезти. 2023 год завершится турниром памяти заслуженного тренера СССР по боксу Бориса Николаевича Грекова, который пройдет в Москве. Состав команды, которая представит на этом турнире нашу страну, пока не определен. Но уже известно, что в Москву поедут 10 спортсменов. Адис Сагария, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.